Комплексный заказник Адак расположен на территории Интинского района. Само слово «Адак» в переводе с ижемского диалекта коми-языка означает «глубокий омут с высокими берегами». Негласным центром заказника является река Уса, а также ее притоки Малый и Большой Адак. Обрамляют водные русла живописные скалы высотой до 35 метров. Скалы в комплексном заказнике Адак вызывают особый интерес. В них есть небольшие гроты, пещеры, останцы выветривания. На вершинах скал находятся два археологических памятника эпохи мезолита. В 1968 году ученые обнаружили в одной из пещер святилище, место совершения религиозных обрядов. Адакские пещеры были известны далеко за пределами этих земель. По утверждениям историков, люди из южных уголков, отправляясь на север по делам, старались непременно попасть в святилище. Чтобы задобрить богов, сюда нескончаемым потоком несли дары. Некоторые спустя много веков хранятся и теперь в Интинском краеведческом музее. Сегодня с трудом верится, что много-много лет назад здесь, на этой земле, наши далекие предки устраивали языческие обряды с жертвоприношениями. Почему-то именно это место считалось святым. Заказник Адак находится практически на самой границе полярного круга. Буквально через 100-200 километров начинается настоящая тундра. Удивительно, но на адакских скалах сохранилась довольно разнообразная растительность. Именно здесь, на территории заказника Адак, было описано два совершенно новых вида – тимьяно-пушонный и овсяница-поле. На территории Адака сочетаются растения самого разного происхождения. Здесь можно увидеть обычные северотаежные виды, арктическую флору и даже южную. Яркий пример – башмачок пятнистый и башмачок настоящий. Он, кстати, занесен в Красную книгу России и Коми. Ученые отмечают, растения на правом и левом берегу отличаются полярно. Все дело в некоторых климатических нюансах. Скалы правого берега прогреваются лучше, чем на левом берегу. Там осыпные склоны, и растения там специфические. Ну, например, вот там отмечено огромное количество совершенно редкого растения, включенного в нашу республиканскую Красную книгу, бурачок двусемянный. На левом берегу скалы в основном заросли мхом. Еще там произрастают камнеломки и папоротники. Вообще же, утверждают ученые, назвать экосистемы Адака девственными, конечно, нельзя. На правом берегу, например, когда мы делали описание луговых сообществ, там очень много растений, которые продвигаются вместе с человеком. Как бы огромные заросли крапивы, очень много кипрея. И кипреем заросли достаточно большие территории. Я не знаю, что там, остатки то ли землянок, то ли не знаю даже чего. Именно здесь, на территории заказника Адак, в 30-е годы прошлого века располагался санлагерь ГУЛАГа. В то время в Воркуте обнаружили месторождение каменного угля. Туда на тяжелые работы сразу же стали направлять заключенных. Упоминание об инвалидном лагере относится к 1936 году. В начале 40-х число заключенных там достигало 600 человек. Они изготавливали посуду, поделки, игрушки. Впрочем, была и куда более сложная работа. Свидетельства той страшной эпохи Адак хранит до сих пор. На правом берегу Усы сохранились отвалы и остатки печей кирпичного и известкового заводов. Смертность в лагере была очень высокая. Заключенных хоронили в 300 метрах выше от лагеря. Позже это кладбище назвали Горкой. То самое кладбище стоит и по сей день. Мрачные кресты безмолвно напоминают о гулаговских событиях. Сюда
Поклониться душам репрессированных часто приезжают родственники не только из России, но и из других государств. Санлагерь ликвидировали в 1945-м, а в 1984 году здесь учредили комплексный заказник. Адак – настоящая гордость Иентинского района и республики Коми. Сочетание исторической и природной ценности на одной территории в мире встречается нечасто. Именно поэтому Адак притягивает к себе внимание как ученых, так и обычных туристов. Здесь в окружении камня появляется некая умиротворенность. Время тут словно останавливается. Оно совсем не властно над вековыми каменными гигантами. А вот к рукотворным строениям, пусть и созданным из камня, время беспощадно. Их развалины будто нарочно напоминают: человек всего лишь гость на этой великой земле.